каждым днем в республике неумолимо растет количество больных. В сравнении с предыдущей неделей уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос больше, чем на 50%. Из-за разгулявшегося вируса один за другим закрываются спорткомплексы, театры и образовательные учреждения. Уже неделю не работают и вузы республики, в том числе и Северо-Остинская государственная медакадемия. С сегодняшнего дня свои двери закрыл и Горно-металлургический институт. Не допустить распространения вирусных инфекций – основная цель карантина. Сегодня учебный процесс прервался уже в 160 из 180 школ республики. Мы превышаем эпидемический порог. Это среднемноголетняя заболеваемость гриппом и ОРВИ на 63,7% по республике это. А по городу Владикавказа мы превышаем эпидпорог на 32,6%. Из-за эпидемии временно опустели зрительные залы Северо-Остинского драматического театра. Руководство приняло решение о временном карантине. Ведущие актеры заболели тяжелой формой гриппа и не могут выйти на сцену. Также отменены и плановые мероприятия в Национальном музее республики и Доме музея Исса Плиева. Закрыт на карантин и Ледовый дворец во Владикавказе, который начнет свою работу не раньше новой недели. До последнего мы оттягивали. Думали, что это все обойдется. Но сами видим и слышим, какая ситуация в республике. Не из лучших по заболеваемости, да, этой неприятной болезнью, гриппом. Мы приняли решение со вчерашнего дня закрыть все наши спортивные школы, как минимум до вторника. Специалисты отмечают, вспышка носит сезонный характер. Самое главное – предпринять все необходимые меры для профилактики и лечения заболеваний, не игнорировать врачебную помощь. Ситуация обещает стабилизироваться уже к концу этого месяца. Фатима Дзываева, Тома Валиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ.